вот если просто на скидку процентном соотношении, скажем, более стольки-то процентов, это неблагополучные семьи. Примерно, наверное, 50 на 50. То есть 50 это абсолютно нормальные, благополучные которые семьи. просто... менее 50, Да, наверное. даже 30, наверное. Да. 30 неблагополучные, а 70 это нормально благополучные. Вот Вот раньше, я знаю, комиссия по делам несовершеннолетних устраивала экскурсии у нас, да? Да, сейчас Это практикуется на сегодняшний конечно, день? конечно. Вот недавно в музей МВД детишку возили. Нет, а вот не в музее МВД их вывозили. А Их экскурсии? вывозили местами столь отдаленные, в цивильные. Да, вот я знаю, что. Они туда очень веселые все ездили, вот туда. Обратно в полной тишине возвращались. Вот я сама просто это помню, потому что с комиссией по делам несовершеннолетних в определенный промежуток времени работала. Да, психологически, конечно, это на них воздействие оказывало. Вопрос, был бы результат, да, это другой вопрос. так нельзя делать. Вот, да, то есть, потому что они в шоковом состоянии все возвращались оттуда. Может быть, кого-то это, конечно, останавливало, кого-то нет. Это не относится к категории к той нише профилактической работы, в которой работаем мы. Мы должны формировать так называемые копинг-стратегии и саногенные жизненные установки. То есть мы формируем здоровые жизненные установки. Я, может быть, я не права, может быть, вы меня каким-то образом остановите, но это не способ профилактики, не метод профилактики, который используют грамотные психологи в работе. Подобная шоковая терапия, но она насколько полезна? Ну хорошо, ну испугались, а дальше-то что делать после этого? Нет, кто их научит, как противостоять, как сказать нет, даже когда им предлагают закурить или выпить? Кто их переключит? Ведь если формируются какие-то вот такие зависимости, задача психологов и задача вот нас, как органов, как субъекта профилактики, найти какой-то заменитель, переключить ребенка. Вот мы когда общались с приемными, да, с родителями, вот, да, в прошлом году, я увидела тот механизм, который в действии, когда ребенка из неблагополучной семьи лишили родительских прав, и забрали приемные родители. Девочка есть такая, 4 года, она знает свою бабушку, в настоящий момент знает свою маму, не буду я называть, да. И она живет сейчас в семье, где мама с бабушкой воспитывают ее, такая пацанка, но спортсменка, хорошо учится. Понимаете, это тоже хороший механизм, когда находят для таких детей из неблагополучных семей, нормальных родителей, мы видим, что этот ребенок кардинально, вот до 4 лет он жил в одной среде, после 4 лет он стал жить другим. Но очень тяжело родителям. Я вот с бабушкой разговаривала, она говорит, первые 2 года мы в состоянии шока находились с мамой вместе. Дикого ужаса, что она там вытворяла нам, да, то есть, когда там мат в 4 года, как на русском языке ребенок разговаривал, да, она уходила и материлась на всю улицу, так как делала ее мама и бабушка. И вот как тяжело им приходилось, и я так думаю, что если бы не центр реабилитации, да, вот именно, я думаю, что они где-то какой-то промежуток времени бы просто сломались. Я так поняла, что вы им очень так серьезно помогали, как-то поддерживали, да, или я ошибаюсь, Татьяна? Нет? Совместная, да, работа такая была. Это тоже как бы семья в некой определенной жизненной ситуации, такой находящейся. Нет, все-таки какие меры профилактики вы используете? Хотелось бы. Спорт. Да, есть такой вот опыт? Сейчас мы разрабатываем программу совместно со спортотделом администрации, куда можно будет действительно направлять почти под 100% всех наших несовершеннолетних. То есть вот эти 112 стоящих на учете подростков в возрасте. Возраст. Вот минимальный возраст, когда они, вот кто у вас есть такие вот прям вот, кто с маленького возраста у вас уже исходит? С 1 класса, да? Те, кто уже способен на совершение